Продолжаем наш дискурс, аналитический подход к статье. Ну, я опять же буду на этом этапе больше говорить, потому что вы просто, поскольку не читали, не смотрели вот эти дополнительные статьи, не имеет смысла к вам апеллировать, вы просто не понимаете, о чем идет речь. Этот контекст я уже установил, получается, для вас сам, поэтому я его и озвучиваю. А вы можете делать свои выводы и использовать это в каких-то дальнейших своих рассуждениях. Ну вот касательно вот этого предпоследнего сообщения, правительство ставит на IT, где сказано декрет о цифровой экономике согласован с самой либеральной редакцией. На самом деле этот материал почти проходной для Тутбая. И самое главное, что для него было заявить, что вот именно это либеральная редакция закона. То есть никакой такой существенной информации там не говорится. Вот основной тизер я вынес вот в этой части. В настоящее время проект декрета о развитии цифровой экономики предусматривает в том числе максимально благоприятные условия для развития технологий блокчейн, вот здесь подчеркивается, включая майнинг и оборот криптовалют, а также комплексное правовое регулирование деятельности в данной сфере, опять же правовое регулирование подчеркивается, согласован без замечаний всеми уполномоченными государственными органами Беларуси, внесен в установленном порядке на рассмотрение президента, отмечено в сообщении. То есть главный посыл, вот, декрет уже введен, он уже одобрен, согласован и ожидает лишь окончательного утверждения. Ну и опять же, вот, приоритеты Тутбай, да, вот он сделал акцент на криптовалютах, блокчейн, криптовалюты и правовое регулирование. Интереснее в этом плане немножко статья «Беларусь начала продвижение IT-страны на внешний мир», потому что речь шла о выступлении председателя Совета Республики Мясниковича на парламентской ассамблее ПАСЕ в ноябре в Минске. Это был первый случай, когда вообще ПАСЕ заседала в Беларуси, и это была та международная трибуна, где Беларусь могла делать некие публичные заявления. Но почему вообще в заголовке «на внешний мир»? То есть, поскольку это мероприятие, где присутствовали международные дипломаты, представители различных международных организаций, в том числе там, определенных фондов, инвестфондов и так далее. То есть это как бы вот Беларусь обращается к этому миру. И что здесь вот... Ну вот две цитаты из этого материала. Это цитаты Прокопения, который выступал тоже на этом саммите, обращаясь по-английски к собравшимся, и какие он как бы идеи проталкивал. Ну, во-первых, закон всегда отстает от реальной жизни. Это происходит потому, что мы не знаем, каким будет будущее. Единственный способ закона не отставать от реальной жизни — это давать свободу IT. IT-бизнес — это всегда про талантливых людей. Креативные люди обожают свободу. Именно поэтому центральной парадигмой нового IT-регулирования является свобода, сказал Прокопения. То есть в одной речи трижды помянул слово «свобода», 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 как бы маркируя тем самым, что является для него одним из таких маркеров. То есть у нас, как общеизвестно, достаточно зарегламентированное законодательство, зарегулированное, и в этом смысле очень маленький люфт каких-то свободных маневров у любых участников этих процессов экономических, в частности. И поэтому для Прокопения существенно, что прорыв здесь должен быть именно прорыв в правовой системе, то есть должна быть большая свобода для ведения бизнеса. И он добавляет, что новое законодательство предусматривает прежде всего свободу от бюрократии. Беларусь хочет, чтобы ее предприниматели создавали продукты мирового уровня, а не перемещали бумажные документы между разными странами. Беларусь хочет дать свободу IT-талантам. Новый декрет предусматривает до 180 дней в году без визы для Беларуси для IT-специалистов. Вот это самый славянский Гонконг. Да? 180 дней без визы для айтишников.
фактически создавая возможность привлекать кого угодно, там, чуть ли не индийских там, или бангладешских программистов, если это нам будет выгодно и приемлемо. И опять же, Прокопения, это две цитаты из Прокопения, и везде слово «свобода» по любому контент-анализу фигурирует в качестве основания. И если продолжить этот материал, так. Вот, это уже цитата, честно говоря, уже забыл, чья это цитата. Наверное, то ли из Мясниковича, то ли из кого-то из других чиновников. Беларусь хочет быть айтишным Гонконгом для славянского мира. Вот этот, опять же, айтишный Гонконг. В условиях санкций политической нестабильности у наших границ это как никогда актуально. Новый декрет дает свободу использования самых современных правовых конструкций. Право. Например, возможность давать опционы сотрудникам, что, безусловно, почти всегда позитивно сказывается на производительности труда. Новый закон дает возможность использования иностранного права, в частности, привычного инвесторам английского права, для регулирования отношений между акционерами белорусской IT-компании. Опять же, знакомые мотивы по сравнению с этой вот, статьей по совещанию. В случае, если декрет будет принят, Беларусь будет первой страной в мире, которая регулирует все отношения с использованием технологии блокчейн. Вот опять же тема прорыва на фронте, по меньшей мере, блокчейн-технологий. Опять же, та самая прекрасная реформа, прекрасный новый мир, в который нас, в общем-то, ведет руководство нашей страны. Вот это внутренний контекст Тутбая. Видите, как он выстраивается, начиная с марта месяца, от первой там встречи президента с Прокопенией, ну, такой полуофициальной встречи, официального визита, когда впервые эти темы заявляются, тема IT-образования, тема вот, этой самой миграции, возможной миграции специалистов, тема правового регулирования, тема беспилотников, ну и так далее, некоторые другие темы. И заканчивая вот этой последней статьей, где утверждается как бы верность этим принципам и попытки вывести диалог на некий уровень публичной оферты, договора между предпринимателями, бизнесменами от IT и белорусским государством в лице президента. И, как вы видите, у Тутбая есть некая своя логика, свои пункты, на которые он ставит акцент, от статьи к статье, от материала к материалу. И эти пункты он старается так или иначе в СМИ, в внимании читательской аудитории удерживать. Ну, в частности, тема того же правового регулирования и IT-образования, она вот возникает практически из раза в раз. Кто-то что-то хотел бы добавить? Замечательно. Теперь мы можем восстановить некоторые общие элементы контекста, которые касаются уже не чисто материала Тутбаевского и их интерссылок друг на друга, а материалов, касающихся, в общем-то, ситуации в Беларуси за последние несколько лет, которые мне показалось интересными вспомнить в этом контексте. Возможно, у вас будут еще и свои ассоциации, свои интересные в этом плане аллюзии на описанное в статье, поэтому добавляйте, чем богаче мы этот контекст восстановим, тем это будет нам полезнее. Ну, во-первых, мне вспомнились прежде всего знаковые назначения декабря 2014 года. В этот период президент значительно обновил состав правительства и, в частности, ввел несколько ключевых фигур. Это председатель правления Нацбанка Республики Беларусь, каковым стал
Павел Калава, получивший достаточно высокую оценку не только официальных экономистов, но и даже оппозиционных экономистов. Тот же Богданкевич и Романчук, в принципе, отозвались о нем как о неплохом, грамотном техническом специалисте, которого Романчук, по-моему, сравнил с доктором, да, доктором для белорусской экономики. И действительно, Калава на посту председателя Нацбанка все это время вел достаточно жесткую монетарную политику, связанную с тем, что банально не печатал пустых денег. Не печатал пустых денег раз и вернул белорусам копейки, то, что, опять же, многие запомнили. То, от чего мы уже отвыкли за какое-то время, это достаточно приемлемый уровень инфляции, то есть инфляция не галопирует, позволяет немножко вспомнить времена Советского Союза, когда можно было, в принципе, рассчитать, как расходовать свои ресурсы, да, как там цены, соотнести цены со своими запасами, что называется, если там со своей зарплатой. И опять же, нет безосновательного роста доходов за счет просто пустого печатания денег. Но, с одной стороны, это многие приветствовали, с другой стороны, это есть и палка в другую сторону. В связи с тем, что реальные доходы у населения почти не росли все это время, а наоборот падали. И вот только недавно они более-менее зафиксировались, и начался какой-то обратный уже рост. Правда, еще не все готовы признать это рост реальный все-таки или политическое решение. И в это же время на должность премьер-министра назначается Андрей Кобяков, который занимает эту должность. Пускай не все белорусы знают, кто у них премьер-министр, но так оно и есть. Сравнительно молодой премьер, потому что он, получается, по-моему, 50-го года рождения. Да, то есть, или 60-го даже года рождения. Что-то я уже забыл сам. То есть сравнительно молодой по сравнению с предыдущими нашими премьерами, и в этом смысле он, как и Калава, считается, условно считается представителем вот этого молодых технократов, то есть тех правительственных чиновников, которые выстраивают свою логику действий не в духе советской административно-командной системы экономики, а скорее ориентированы на западные образцы. Поэтому при Кобякове, опять же, министерства не клянчили, как обычно, ресурсы от Нацбанка и не затыкали бреши бюджета липовыми деньгами, а старались держаться в русле реального роста неких доходов. И сейчас они могут себя там бить пламенно в грудь и говорить, что Беларусь все-таки там дала свои 2,2% роста ВВП по сравнению даже с ожидаемыми там 1,5%, и это есть некий реальный рост, а не просто там напечатанная бумага. И в этом смысле можно сказать, что начиная с конца 2014 года наметился четкий тренд по отношению к правительству. Со стороны президента к власти были допущены новые силы, которые можно считать условными реформаторами. По сравнению с тем, что было в прежней модели, где скорее доминировали консервативные настроения, и премьеры скорее консервировали существующие элементы организации экономики. Это бескомпромиссная поддержка агропромышленного комплекса, это
поддержка наших гигантов машиностроительных и прочего, то, что с одной стороны вроде как создавало ВВП, с другой стороны тянуло много бюджетных денег на поддержание, что называется, штанов. И то, что было как бы флагманом развития экономики Беларуси все эти годы. То есть крупное машиностроение и крупное сельское хозяйство. И в этом плане Беларусь смотрелась как такое нормальное, такое индустриальное общество, что называется, как раньше говорили, второго мира. Соответственно, сейчас же была сделана ставка на иные возможности, на иные способы добычи денег, и, в общем-то, эти как бы ставки были озвучены неоднократно в прессе, что как бы президент давал поручение: осваивайте другие возможности, осваивайте другие как бы способы нахождения ресурсов. И опять же, интересное совпадение, что с апреля-мая 2014 года начинается активная фаза строительства Белорусской АЭС. То есть в планах и документах она там фигурирует с 2008 года приблизительно, но в Островце ее начинают активно возводить именно с середины 2014 года. И вот вы помните те ссылки, да, будет много дешевой электроэнергии, и как бы мы сможем запустить вот эти цифровые, как бы, много энергоемкие, да, отрасли. Причем, как бы, когда лично начинаешь общаться с нашими технократами, то есть людьми, представляющими технологические индустрии, особенно это было показательно на той же ИГЭ Летучего университета, где были приглашенные гости, как раз представители технологических сфер деятельности, там, не только в сфере IT, там, и беспилотники, и другие, почти все они однозначно и очевидно выступали за строительство АЭС. Как бы оценивая прочие риски, почти все они были за то, что вот и как бы с такими ожиданиями, когда же ее наконец построят, уже хочется там дешевого электричества, уже хочется как бы делать свои проекты на вот этом значительно подешевевшем ресурсе, потому что, как бы у нас хотя электроэнергия подешевле, там, чем в Литве, допустим, или Польше, но по сравнению с той же там Россией все-таки довольно дорогая. И интересно, что если раньше мотивировка строительства Белорусской АЭС была задана интересами промышленных гигантов, предприятий машиностроения, химической промышленности, они, в общем-то, лоббировали, прежде всего, что нам нужна дешевая электроэнергия, иначе мы не можем конкурировать там с российскими предприятиями. То после всех кризисов, что обрушились там в 2012 году, и потом волна накрыла очередная, как бы этот сектор у нас сдулся немножко. В общем-то, остались либо явные там лидеры, все остальные подсеивались, и получилось, что как бы крупным промышленным предприятиям это уже не так, чтобы сильно нужно. А оказалось, что куда девать? И вот топор оказался под лавкой. Да? Куда же еще девать? Есть же IT у нас сфера, которая, в общем-то, может эту энергию утилизировать во благо прогресса общества и человечества. То есть выдвинут нас, с одной стороны, на мировое лидерство, с другой стороны, куда-то эту бесконечную энергию Белорусской АЭС девать. Пускай мы хоть будем тупо эти биткоины фармить и получать эту самую валюту из воздуха, что называется. Хоть таким образом капитализируемся. И вот я посмотрел данные Белстат, почему-то мне не удалось найти данные на их сайте за последние 2 года. Как бы если за этот текущий календарный год еще понятно, статистика не полностью подведена, то странно, что они за прошлый год тоже данные не дают. Но посмотрите, какие отчетливые тенденции. По изменению ВВП и в связи с секторами экономики.
Можно наблюдать спад традиционных секторов. Ну вот особенно, посмотрите, первая тройка, да, сельское хозяйство, промышленная, ну, горнодобывающая промышленность, это имеется в виду и наши пресловутые солигорские шахтеры, да, и обрабатывающая промышленность, но это уже, собственно говоря, МТЗ, МАЗ и прочее. Вот сельское хозяйство, видите, очевидным образом скукоживается с 8, почти с 9 миллиардов в 2010 году, падает до 6,8 в 2015 году. Сейчас, я думаю, тенденция еще более плохая для этой отрасли. Горнодобывающая промышленность, в принципе, лучшая по сравнению с 2010 годом, но хуже по сравнению с 2011 годом. Если там был почти 1,1 миллиард, то сейчас это скорее откат к данным 2010 года, к предшествующему этапу. Было примерно вот 1 миллиард, а теперь 0,6. Ну и обрабатывающая промышленность, опять же, посмотрите, пускай незначительная, но есть тенденция к спаду. Вот, опять же, рост в 2011-2012 году, точнее в 2011 году явный рост 4 миллиарда, 26 миллиардов, да, а потом опять упало до 20 миллиардов, то есть опять же падение фактически на пятую часть, на 25% по сравнению с 2011 годом. И на этом фоне посмотрите отдельную графу, такая как информация и связь. Что может увидеть наблюдатель, смотря на эту графу? Если там в 2010-2011 году достаточно стабильная цифра, там 2,2-2,5 миллиарда, то уже к 2014 году, это даже к 2013 году это уже 3 миллиарда, 3,1, потом 3,4, потом 4,1, то есть устойчивая тенденция к росту. И естественно, что правительственные чиновники, оценивая эту информацию, естественно, видят, а что у нас может стать точкой роста. Естественная точка роста просматривается в сфере IT и информационных технологий. Ну, на этом фоне все остальные отрасли либо стагнируют, то есть находятся на одном и том же уровне с незначительными колебаниями, я их даже не включал в эту табличку, либо, соответственно, как некоторые вот ключевые ранее отрасли экономики демонстрируют тенденцию к спаду и стагнации. И очевидно, что это тоже входит в вот этот внезапно возникший ниоткуда вроде как проект, что Беларусь это цифровая страна, что IT-страна у нас вот прямо вот не сегодня, а завтра. То есть это определяется не только там риторикой президента, не только тем, что вот он сегодня встал, посмотрел фильм «Матрица» и, в общем-то, проникся IT-будущим государства, а во многом определено некоторыми тенденциями, которые в экономике уже начали действовать, как видите, еще где-то с 13-14 годов. И то, что происходит сегодня, было подготовлено, опять же, событиями 2-3-годичной давности. Это такой контекст, страновой контекст, понятное дело, и тут бы могли включать какой-то и общемировой, естественно, контекст, про экономику знаний, опять же, про цифровую экономику, про креативные индустрии, допустим, которые сейчас все есть, новейшие тенденции развития экономической мысли, там, наиболее перспективные экономические уклады, то, соответственно, вот весь этот контекст, он играет, ну и вот так или иначе влияет на то, что становится сказано или не сказано в том материале, который мы анализируем сегодня. Ну, я вам в самом начале когда-то говорил, что вообще для дискурс-анализа вот, хорошее понимание контекста высказывания – это всегда плюс. То есть чем лучше вы освоили контекст, это, конечно, энергоемко.
Естественно, чтобы это сделать, надо либо обладать неплохим мониторингом ситуации по теме, что происходит, либо, соответственно, хорошенько покопать, что называется, интернет, посмотреть, а что на самом деле вот было. Вот мне это пришлось покопать в материалах Тутбая, ну и напрячь память, и напрячь, опять же, поисковики, чтобы посмотреть, а что происходило в этой сфере с точки зрения развития экономики в целом, да, экономики и отношений власти. То есть выставление условных реформаторов во власть и строительство нового энергоблока, который даст Беларуси дешевую энергию, и переориентация с традиционных производящих секторов экономики на новую информационную отрасль. Кто-то, может, хотел бы добавить что-то к этому контексту? Ну, возможно, что-то еще стоит по ходу следования. Но это контекст такой общестрановой и касающийся развития экономики в целом. А можно переобратиться к чуть более частному контексту, это контексту дискурса о цифре, а точнее о цифровых элементах в экономике. Вот я бы обратил ваше внимание на некоторые важные моменты, связанные с последними 5 годами развития сферы IT и цифровых технологий в Беларуси и с тем, какое-то внимание начинает получать СМИ. Первый, более или менее, интерес такой стабильный к белорусской IT-сфере возникает в связи с успехами корпорации Wargaming, известная своими онлайновыми играми, прежде всего World of Tanks, на которую подсели очень многие граждане, в общем-то, постсоветского региона преимущественно, но, в общем, имеет, конечно, и определенную аудиторию и на Западе. Эта компания, ее пик капитализации приходится на 12-13 годы, как раз, то есть начала она активно действовать, начиная где-то с 2010 года, но капитализация ее пик приходится на 12-13 год, и тогда же начинается первый массовый всплеск публикаций про белорусских ребят, которые создали такую классную компанию, которая играет как мировой игрок. Плюс Wargaming тогда заключил соглашение с одной из таких тоже влиятельных американских компаний и активно начал сам скупать определенные компании и студии, производящие, прежде всего, занятые гейм-разработками. И в этом смысле она получалась не только компания, которая что-то производит, но которая еще и активно себя развивает и распространяет, в том числе на американском рынке, потому что покупались в основном американские компании и студии. То есть, это был двойной удар. Белорусская компания, условно белорусская, потому что капитал там, естественно, международный, но все-таки основатели белорусы, да, она активно ведет, капитализируется, там какие-то миллиардные у них обороты, они активно внедряются, и, соответственно, это создает такой ажиотаж вокруг того, что, оказывается, там белорусские айтишники не просто сидят, кодят чего-то там для Запада, они умеют создавать классные отечественные продукты, которые находят мировое признание, пускай даже региональное признание. И это был такой первый всплеск интереса к белорусской IT-сфере. Затем, начиная с 2014 года, можно заметить несколько еще бурных всплесков. В 2014 году, в феврале, японская компания Rakuten приобретает резидента парка высоких технологий, пресловутую компанию Viber. Кто сегодня не пользуется Viber? Тот, кто пользуется Telegram.
Ну, то есть, понятно, контекст, опять же, разработки, получается, еще один, как бы, достаточно такой мощный стартап, который получил инвестиции, получил развитие и, опять же, показал, что белорусы, оказывается, могут создавать какой-то продукт, который, опять же, востребован не только на местном рынке, но и капитализирован куда-то еще. Я просто хотела сказать, что россияне до сих пор не знают, что он создан белорусами. Всех россиян знакомых, кого я спрашивала, говорю, о, это круто, это наш продукт. Они говорили, Вайбер, белорусы, то есть, ну, не соотносят. Ну, в Википедии это написано, то есть при желании это узнать не вопрос даже для россиян, да, ну, некоторые говорят, типа, израильская компания, потому что кто-то из вот, основателей Вайбера переехал на ПМЖ в Израиль, да, но, в общем-то, понятно, что поскольку Viber изначально был резидентом парка высоких технологий, все равно это как бы по многим формальным компонентам белорусский продукт. Дальше. В ноябре 2014 опять же года американская корпорация Interactive Corp приобретает компанию Apollon, которая занимается приложениями для мобильных телефонов, прежде всего, ну и опять же ряд программ, может быть, не таких раскрученных, как Viber, но тоже пользующихся популярностью на этом рынке мобильной телефонии, приложений для мобильных телефонов. Опять же, пример успешной инвестиции того, что для американцев интересны белорусские стартапы. Опять же, очередной повод написать об этом в СМИ, что, собственно, тогда успешно и делалось. В 2016 году очередной всплеск интереса – это то, что прокатилось достаточно… вот еще в 2014 году, забыл, в ноябре 2014 года Mail.ru покупает сервис Maps.me, ну и Maps.me. Это ресурс, который позволяет, типа Google карт, но позволяет это делать в офлайн режиме. То есть позволяет обращаться к картам местности, которые выложены в свободный доступ, но в этом смысле закидываются в базу, и вы можете ими пользоваться без подключения к сети, что бывает критично для регионов, где слабая связь Wi-Fi, допустим. Для путешествий. Да, для путешествий, естественно, хорошо. Еще один пример того, как, в данном случае российский инвестор, но тем не менее покупает, опять же, белорусскую компанию резидента ПВТ. В 2016 году прокатилась волна по СМИ о том, что Facebook, про который мало кто не слышал в этом мире, закупил белорусское приложение для мобильных, опять же, телефонов MSQRD, Маскарад. Собственно, приложение сугубо для фана, но тем не менее, опять же, пример того, что белорусский стартап, даже такие монстры мирового движения, как Facebook, принимают и, в общем-то, инвестируют в это свои средства. 2017 год, это август этого года, опять же, еще очередной прорыв. Google покупает компанию iMatter, тоже резидента белорусского парка высоких технологий. Тоже занято приложениями для мобильных телефонов и для соцсетей. Там тоже связано с прическами, скажем так. Дизайном, то есть там дизайн, мейкап и прочее. Как одно из их приложений, скажем. То есть, видите, создается даже на уровне медиа определенный дискурс, что белорусские стартапы, белорусские интернет-технологии могут быть хорошо продаваемы, капитализируемы, и в этом плане формируется и общественное мнение, и дискурс на уровне чиновников. Да? Им проще апеллировать к реальным, опять же, фактам. Вот белорусские компании, которые выходят на мировой рынок, продаются, покупаются, приносят капитализацию, и эта капитализация, что называется, чистая. Это не то, что белорусские предприятия, то есть в ВВП они вложились 26 миллиардов, но на самом деле из них чистых убытков там еще, условно говоря, 3 миллиарда, которые надо затыкать кредитами из разных мест. Только что люди работали, рабочие довольны, оплату получали.
Вот. А здесь чистая прибыль, как бы еще и прибыль с наваром и получаемая вот таким вот интересным образом. Далее в этот контекст обращения наших властей и бизнес-сообщества от IT это резонансный арест и затем освобождение того самого Виктора Прокопения я не помню в каком месяце 2015 года, но где-то, по-моему, в первой его половине. Когда его арестовали, это было очень резонансно, то есть были заявления от того же Зиссера и других товарищей о том, что вот это вот все, это дальше так нельзя, Беларусь себя полностью дискредитировала перед мировым инвест-сообществом, что вот там, где арестовывают представителей IT-сектора, это уже все, хуже только в Северной Корее или как бы, в Гренландии, где ничего не растет. Ну и, соответственно, в феврале 2016 года бизнесмена отпустили, все подозрения сняли. В общем-то, как вы помните, в 2017 году, то есть ровно через год, президент к нему приезжает и за ручку встречается. И, в общем-то, они делятся своими перспективами видения того, как должен выглядеть бизнес, IT-бизнес в Беларуси. То есть это тоже момент, когда власть тоже принимала решение. И вот в 2016 году она окончательно приняла решение о том, что скорее на этом этапе она хочет диалога с вот этими цифровой сферой, с айтишниками и готова идти на то, чтобы не применять свою традиционную тактику кошмарить бизнес и снимать сливки, а вот, принимает ее как есть. Ну и вот, соответственно, да, через год, в марте 2017-го, посещение офиса Прокопения, посещение парка высоких технологий. С чем это еще связано? Да? По итогам 2016 года компании, принадлежащие совместно Прокопении и Гуцериеву, XP Capital и Banubay Development занимают, соответственно, первые и вторые места по производительности в рамках самого парка высоких технологий и были признаны самыми эффективными IT-компаниями Беларуси. То есть он приезжает фактически к компаниям-лидерам и общается с их руководством как с наиболее продвинутой частью этого самого IT-сообщества. То есть это, опять же, символический был шаг для того, что президент идет навстречу белорусскому IT-сообществу и готова с ними заключать соглашение о развитии. И тогда это было соглашение, да, какого уровня? Заметьте, какого рода послания транслировали власти, бизнесмены, вот, и Прокопений, и Гуцериев при той встрече, а тогда присутствовали, кстати, оба, и Прокопений, и Гуцериев. Об этом вот сообщалось, в частности, в той статье, которая была посвящена визиту президента в парк высоких технологий, мартовской статье. И что говорит Прокопения? Чтобы сделать новый качественный скачок в развитии технологий и обеспечить высокие темпы роста выручки, нужно создать целую регуляторную систему, направленную на стимулирование продуктовой модели в сфере IT. То есть продуктовая модель — это компании, выпускающие продукты, а не просто кодирующие какие-то там, ну, не выполняющие подрядные работы для иностранных компаний, выпускающие свои собственные продукты. А это невозможно без внесения изменений в законодательство. Смотрите, четкий посыл бизнеса. Меняйте правовую систему, мы вам дадим выход. И, соответственно, Apple и Google — это те высокие IT-технологии показатели, к которым мы должны и можем стремиться. Точнее, можем и должны стремиться. Для IT-сектора Беларуси сейчас очень важным является выйти на новый технологический уровень создания собственного продукта. Важность создания государством необходимых условий для этого сложно переоценить. То есть вот первый элемент публичной оферты. Бизнес обращается к государству и говорит: создайте нам условия, мы вам создадим продукт.
Гуцериев продолжает эту тему, говорит о том, что продуктовые компании – это центры создания добавленной стоимости, прибыль и представляют собой действительно высокие технологии. Инвестор заинтересован в финансировании именно таких компаний. Он говорит сам, поскольку он сам российский крупный инвестор. Потенциал роста значит и возможная прибыль огромная. Бизнес подманивает государство и обещает, будет много денег. И, соответственно, получается, что при этой встрече президент, конечно, там отзывается, он там реагирует, говорит о том, что да, мы, конечно, готовы там идти на встречные эти моменты, мы готовы изменять законодательство, говорит он, но пока еще довольно обтекаемо, то есть мы готовы идти на это. Мы готовы на то, чтобы поддержать ваш IT-сектор, и тогда впервые начинаются эти разговоры про IT-страну и про IT-сферу как нашу перспективу. Что идет дальше? Апрельское послание президента к народу и правительству. Апрель 2017 года, которое мы, собственно говоря, в прошлый раз немножко затрагивали. Что делает президент? Цитата из выступления Лукашенко. Искусственный интеллект, беспилотные автомобили, технологии блокчейн, цифровые валюты перечислять можно долго. Наша задача предоставить такие условия, чтобы мировые лидеры в этих сферах открывали в Беларуси свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт с высокой добавленной стоимостью. Месяц после визита и, соответственно, четко заявленный приоритет. Беларусь цифровая, как некий ответ власти по отношению к существующим там возможностям, точкам роста экономики. Президент однозначно формулирует свои приоритеты и дает чиновникам на местах понимание того, что сейчас нужно поддерживать и на что давать зеленый свет. И, соответственно, уже выступление председателя Совета Республики Мясниковича на заседании ПАСЕ в Минске в ноябре 2017 года ставит на этом деле такую жирную точку. То есть она уже на весь мир сообщает, что на пленарном начальном докладе представителей Беларуси тема того, что Беларусь превращается в страну цифровой экономики. Что Беларусь здесь общая тема заседания, почему проводят в Минске. Цифровые технологии в условиях обеспечения геополитической безопасности. Мы тут можем вспомнить еще и Минск как переговорную площадку украино-российского кризиса и позиционирование то, что в существующей геополитической обстановке Беларусь это единственный стабильный регион, где можно что-то делать и где, в общем-то, обеспечен порядок, в отличие от того бардака, что вы наблюдаете на востоке и на юге. И установка на то, что цифровые технологии здесь могут создать некую новую, опять же, важную точку роста, которая задаст локомотив развития всего региона. И здесь на ПАСЕ это опять же утверждается устами Мясниковича. Причем, опять же, Беларусь впервые председательствует здесь на заседании центральноевропейской этой группы. И, соответственно, Мясникович выступает опять же знаковой персоной. Почему Мясникович? Да? Кроме того, что он председатель Совета Республики, в общем-то, мало ли у нас чиновников. Могли же там и Матюшевского послать, и кого-нибудь еще. Или того же любимого всеми министра нашего иностранных дел. Но идет Мясникович, потому что Мясникович как раз один из главных лоббистов парка высоких технологий. Тот, который стоял у истоков создания в Минске этого самого парка высоких технологий. То есть это еще и двойной посыл. Да? Мы не просто заявляем о нашей приверженности этому курсу, мы еще посылаем в качестве представителя того человека, который всегда лоббировал именно эту точку роста для белорусской экономики.
И это вот контекст, который именно контекст того, как изменяется отношение к цифровой вот этой сфере в Беларуси за последние 5 лет. Кто-то может кое-что добавить, что-то? Да, превратили в театр одного актера. Теперь можно, собственно, перейти немножко к технологиям, которые как раз ближе, уходя от контекста, который очень широкий, который я так долго и муторно сейчас перед вами восстанавливал. Но без понимания этого контекста многие вещи вообще провисают, то есть намеки непонятные и как бы, оговорки тоже кажутся случайными. А если вот этот контекст знать, то, в общем-то, все вещи, наоборот, кажутся очевидными, закономерными, естественными, и только непонятно, наоборот, почему какие-то вещи не звучат, например. Ну вот в плане анализа дискурсов, да, вот как советовал нам в свое время делать Николас Феркло, то есть Норман, точнее, Феркло, мы, соответственно, можем посмотреть, а какого рода дискурсы фигурировали в нашем изначальном тексте. Ну, текст, надеюсь, не забыли еще, хотя бы в общих чертах. Вот я для себя сконструировал несколько порядков дискурса, которые там звучат и которые так или иначе знаменуют, на мой взгляд, дискурсивную повестку этого текста. Возможно, вы видели иначе, или, возможно, вы добавите что-то, или там раскритикуете. Ну, и напоминаю, опять же, что для Феркло, который берет в этом плане идею Фуко, порядок дискурса – это некий такой общий план, общий порядок, который задает из себя иерархию дискурсивных практик, то есть дискурсы меньшего масштаба, меньшего, ну как это, отношения рода и вида, да, в этом смысле порядок дискурса – это как род по отношению к частным видам дискурса, который этот порядок может включать. И вот я в данном случае выделил несколько таких дискурсивных порядков. Ну, во-первых, условно дискурсивный порядок власти. То есть так, как власть себя привыкла позиционировать на уровне дискурса собственного, производя этот дискурс и транслируя его в общество. Ну, во-первых, президент в своих вот этих выступлениях, он поддерживал дискурс жесткой власти. Ну, в частности, например, это маркировалось для меня, например, словами «мы твердо решили», «мы там обязаны что-то, мы должны делать». То есть это речь такого лидера, который пытается утвердить, что власть жестко контролирует процессы, она знает, что делает, и в этом смысле вот этот дискурс уверенной в себе власти, скажем так. Уверенной, жестко работающей власти. Этот дискурс наш президент, в общем-то, постоянно воспроизводит, и для него это важно, как бы, чтобы не дать слабину. У нас постоянно власть контролирует все процессы. И это продолжает транслироваться для бизнеса сегодня. И это подкрепляется любимым, опять же, белорусским дискурсом власти, это дискурс стабильности и порядка. То есть, когда мы хотим сказать, почему наша власть хорошо работает, мы должны сказать, в Беларуси есть порядок. Порядок и стабильность. За стабильность любимые темы наших билбордов, которые постепенно сошли с экранов нашего города, но которых мы еще помним, все вот эти вот за Беларусь, за стабильность, они все так или иначе вот этот дискурс тиражировали. Ну и здесь, опять же, президент это четко и недвусмысленно заявлял. Например, когда он говорил, мы создали вам тихую гавань, но гавань в чем? Да? Она тихая, потому что мы здесь гарантируем стабильность и порядок на фоне происходящего дурдома в регионе. Поэтому вот этот дискурс власти, который гарантирует некие базовые ценности. Базовыми ценностями в данном случае считается безопасность и стабильность происходящих процессов. То есть вы можете быть уверены в завтрашнем дне в плане того, что никаких существенных изменений системы не произойдет.
И этот дискурс власть продолжает четко поддерживать и транслирует в том числе и на этом уровне. То есть президент подчеркнул, свой порядок я вам нарушать не дам. Вы приходите ко мне, но как бы вот, мой порядок должен сохраняться. Типично белорусская установка. Это еще связано с изменением определенной риторики, потому что в речи президента я замечаю некоторые элементы мягкой самокритики. То есть вот эта автокритика власти, например, в словах «мы долго там рассуждали, мы долго принимали решения, и там, если мы сегодня это не сделаем, то завтра будем кусать локти», это все дискурс того, что власть как бы понимает, что она не со всеми процессами справляется и, соответственно, все-таки имеет моменты слабости. Такая жестко, опять же, определенная мера выказанной слабости. То есть не все у нас хорошо, вообще все прекрасно, но есть как бы отдельные моменты. И на солнце бывают пятна. Вот этот дискурс, он немножко так, добавлен в речь президента. И очень мощно проявляющийся дискурс, особенно к завершению речи президента, дискурс открытой и гибко реагирующей власти. То есть там неоднократно, где-то там вот, вернемся к началу, меня вы не сможете когда упрекнуть в том, что ваши деньги, поступившие в казну в виде налогов, будут разворованы. Никогда. Хотите предложить новые направления использования бюджетных денег? Пожалуйста. Все разумные ваши инициативы и предложения будут немедленно реализованы. То есть вот такая власть на службе как бы интересов бизнеса и народа. То есть она готова утверждать базовые ценности типа порядка и отсутствия коррупции, такой вот фундаментальной коррупции, но готовы вот с мелкими недочетами, мы готовы бороться в любой момент, то есть любые ваши рационализации мы постараемся как бы в свою очередь тоже идти вам навстречу. И вот поэтому дискурсивный порядок власти задан в этом тексте двумя вот этими плюсами. С одной стороны, жесткая модель сохраняется, то есть мы твердая власть, мы власть за порядок и стабильность. С другой стороны, мы власть, которая уже открыта к некоторым элементам критики и понимаем, что, как бы, возможно, в нашей модели не все прекрасно, и мы готовы что-то менять. Ну, в частности, например, менять правовые какие-то условия деятельности бизнеса в стране. Вопросы, добавления по этому моменту? Хорошо. Следующий дискурсивный порядок связан с экономикой. На мой взгляд, с тем, как представляется экономика. Ну, во-первых, это вот дискурс развития лидерства. То есть там вот неоднократно говорится о том, что вот если мы хотим стать лидером экономики в регионе или на мировом уровне, если мы хотим развивать в ближайшее время перспективные и прорывные отрасли экономики, мы обязаны включиться в эту самую цифровую реальность. То есть это в нескольких местах текста так или иначе возникал этот дискурс развития лидерства. Да, причем именно экономического лидерства и экономического вот этого развития. Соответственно, мы в данном случае с позиции президента мы должны говорить о развитии именно не о сохранении как бы, да, нашего стабильного и хорошего экономического положения, а о том, что нам требуется стать лидерами, нам надо стать самой развитой экономикой, по меньшей мере, региона. А то, глядишь, там замахнуться и на Шекспира в лице Большой Семерки. Далее, этот дискурс развития лидерства, он при этом сопряжен с дискурсом глобальной экономики.
Особенно это появляется вот там, где речь идет про IT-образование, английский язык, то есть мы вписываемся в тренды мировой экономики, там утверждается, нам нужно подверстывать наше образование, чтобы она вот давала нам качественный английский, иначе наши специалисты будут хуже востребованы. Оно должно нам давать и как бы IT-образование, чтобы наши специалисты здесь могли получать дипломы там не хуже, чем в Массачусетском технологическом, условно говоря. И за счет этого как бы вот дискурс того, что Беларусь готова встроиться в глобальные процессы мировой экономики. Опять же, мы страна инноваций. Страна инноваций в IT-сфере. Все это подверстывается под дискурс о цифре, цифровой экономике. Опять же, как я уже говорил, модном направлении современной экономической мысли. Столь же модной, как и креативные индустрии, но завязаны немножко на другой источник. Да? Ну, поскольку, собственно, креативная индустрия включает в себя в том числе и цифровую экономику, цифровую реальность. И, соответственно, вот эта установка о том, что стать лидерами и развиваться мы можем только в том случае, если сделаем все наши ставки на цифровую экономику, а ни слова о прежних наших флагманах. То есть ни о поддержке там заводов, ни о поддержке сельского хозяйства сейчас речи вообще ни полслова, ни даже на уровне риторики, что ну, мы, конечно же, будем поддерживать и наши традиционные сферы. Про это вообще ничего не говорится, говорится про айтишный Гонконг для славянского мира. Ну, то ли это значит, что мы уже совсем поставили крест на колхозах и МТЗ, то ли это означает, что, в общем-то, этот крест стремительно приближается к этой сфере. Ну и, опять же, по отношению к экономике очень важный маркер дискурса ответственного бизнеса. Вот помните там, вот в этой самой части, где про гавань, вы там, конечно, создавайте, что вы хотите, но вообще не забывайте, что вот вы живете в этой стране, вот, если вы будете все это делать для народа, там, давать налоги, давать инвестиции, тогда все прекрасно, мы будем вас поддерживать, но вот если что, то имейте в виду, в общем-то, вот, ответственный бизнес – это ответственно прежде всего перед государством и перед страной. И оно задается именно как вот такая корпоративная ответственность бизнеса за будущее Беларуси. Ну и вот еще входит дискурсивный порядок права и общественных отношений. Ну вот это про тот самый правовой и деловой климат, бизнес-климат. То, что содержалось в речи Янчевского, который добавляет Тутбай, и то, что не фигурировало в пресс-релизе. Да, вот, этот дискурс тоже возникает. Возникает по конкуренции правовых систем, и, в общем-то, это тоже важный элемент изменения, в общем-то, дискурса, когда раньше на уровне там, президента звучало: в Беларуси самые лучшие законы, чего-то тут менять, только портить. Вот. Теперь это хотя бы устами сателлитов типа Янчевского, но озвучивается в полную грудь. Ну и дискурс контракта. Да, контракта, ну и в предпринимательском смысле слова контракта, но и в смысле такого социального контракта. То есть это дискурс того, что вот президент заключает договор с бизнесом. Я вам, бизнес, даю условия, я вам даю льготы, я вам даю определенные законодательные преимущества, даю вам определенные возможности от государства, вы мне дайте, соответственно, то, что обещали. То есть реальные деньги, инвестиции, то есть бурную точку развития экономики. И, в общем-то, вот встреча у президента на самом деле вот такое символическое подтверждение со стороны бизнеса и со стороны президента того, что они эту сделку заключают. То есть могли бы ничего не говорить, посидеть молча полчаса, попрощаться и, в общем-то, разойтись. Главное, что, в общем-то, условия сделки и так всем понятны. Но этот дискурс, тем не менее, озвучивается. Президент его озвучивает еще раз вслух. То есть, я вам это, вы мне то.
Какие при этом жанры? Да? Есть формальные жанры речи, ну, понимаем, что это пресс-релиз, то есть его подготовила пресс-служба президента, и это во многом такая вот презентация того, что президент официально должен сказать по поводу случившегося. И это особый жанр речи, в нем, понятное дело, звучат прежде всего какие-то официальные формулировки, и много звучит прямой речи самого президента. При этом вот спорный формат совещания, который я поставил под вопросом, то есть такое совещание, где говорит, по сути дела, единственный его участник, и тут Барри приходится предпринимать нечеловеческие усилия, чтобы этого участника кем-то разнообразить, еще пару других мнений озвучить. В неформальном жанре коммуникации, да, здесь вот два как бы неформальных жанра. С одной стороны, это обещание президента. Ну, то есть президент постоянно обращается к обществу с теми или иными посланиями, обращениями. В данном случае это послание президента, опять же, белорусскому обществу, белорусскому бизнесу. Обществу он говорит: я вот вам создаю точку роста, я вам буду создавать экономику будущего, поддержу вам IT-компании, но смотрите, я с ними, как бы, если что, я этих вшивый блок прижму, если они начнут что-то делать не так, если начнут уклоняться от своих обязательств, налогов и так далее. Эту гавань мы вам прикроем. Ну и как бы вот эта публичная оферта, публичный контракт, вот, мы при людях, при СМИ заключаем договор. С утра деньги, вечером студия. Я вам условия, вы мне рост белорусской экономики. И, соответственно, это как бы жанры, которые перемежаются в речи президента, то есть то в одних случаях он обещает, клянется, уверяет, что вот так-то, так-то и так-то, и это один жанр увещевательный, так скажем, а в других случаях это жанр торговли, да, ну буквально, вы мне, я тебе. И все это присутствует в речи. Поэтому вот эти жанры постоянно там плывут и пересекаются. То один жанр доминирует, то второй, но, в общем-то, оба они задействованы. Может, кто-то еще какие-то жанры увидел, я не знаю. Почему вы дискурс, например, образование не видели как отдельность? Оно его тоже в белорусском обществе постоянно пытается. А вот хорошее замечание, ну просто не выделил, да. Дискурс образования, мне показался, он больше относится к сфере глобальной экономики, как бы там типа, для чего нужно это на самом деле образование, не для того, чтобы развить так уж белорусскую образовательную сферу, она имеет чисто прагматику. То есть это требование белорусских IT, ну, белорусского бизнеса, IT-бизнеса. Потому что они говорят, нам нужны люди, которые будут нормально там по-английски говорить, их не надо учить на курсы пускать английского языка. Нам нужны нормальное образование в сфере цифровых технологий. Поэтому как бы, это не вопрос к белорусскому образованию, это вопрос к тому, что вы нам возьмите и обеспечите. Не, нормально, это не случайность, потому что на самом деле есть направление социально-экономического развития, да, республики. И вот в этих направлениях, там, по-моему, 13, значит, тоже нет образования. Там, значит, есть вот как раз-таки бизнес и что-то там такое, куда подспудно включают, то есть имеется в виду, что вот там сидит образование. Это тоже возмущаюсь очень. То есть образование у нас не есть точка роста или приоритет, хоть мы и каждый год его постоянно информируем, постоянно заявляем, что с ним надо что-то делать. Ну, вот. На Медне это было уже высшее образование, с которым тоже надо что-то делать, сказал президент. Делаем до сих пор. Ну и, собственно говоря, я еще успел проработать план содержания. Ну вот, помните, 3 уровня анализа по той же ВУДах, допустим. Уровень содержания, уровень дискурсивной аргументации и уровень форм речевого выражения. Ну, первый вот этот уровень содержания, он уникален, а 2 остальных могут быть как бы транслируемы от одного подхода к другому. Мы об этом говорили. Вот что я обратил внимание на уровне содержания, как какие-то ключевые понятия, маркеры, относящиеся к этому тексту. Кто-то, возможно, обратил внимание на другие моменты, да, сможет озвучить. Но вот мне интересно было, например, употребление, ну, поскольку действующее лицо, там основной субъект известное нам лицо,
как оно вообще маркировано на этом поле. Один раз в пресс-релизе оно обозначено как президент Беларуси полностью. Затем 4 раза обозначено как глава государства, причем с большой буквы. 5 раз как просто президент, с большой буквы опять же. Ну, с маленькой у нас, в общем-то, и нельзя употребить при всем желании. Если не хочешь нарушить белорусское законодательство, а уж не думаю, что в пресс-службе президента хотят это сделать. Дважды обозначен как белорусский лидер. И 3 раза по имени, причем на западный манер Александр Лукашенко. Не как обычно у нас там, Александр Григорьевич Лукашенко, а именно Александр Лукашенко. Что тоже интересный маркер возможной переориентации как бы спичрайтеры в пресс-службу президента, взятые с таким образованием быстрым по западной манере выстраивания пресс-релизов. То есть с такой западно-демократичной формой фиксации без вот этих всех. Интересно сравнить с Тутбаем. Да? Тутбай немножко переформатировал текст. В результате президент там упоминается, в принципе, также 4 раза. В качестве главы государства, причем с маленькой буквы главы, он фигурирует дважды. Полностью исчез белорусский лидер. То есть Тутбай отказывается признавать президента белорусским лидером. Такие, не делайте в эфире сразу. Ну, это, как знаете, оппозиционное настроение. В Советском Союзе были шутки насчет того, что какие самые оппозиционные регионы Советского Союза. Это там, Туркменистан, Таджикистан и так далее. Потому что на выборах в коммунистическую партию там только 97,7% проголосовали за Компартию, в то время как там Украина и Беларусь дают 98,9, 99,7. Вот, поэтому тут такая тоже условная позиция, но тем не менее знак, потому что те фрагменты, где упоминался в пресс-релизе белорусский лидер, они либо сняты, либо полностью сняты, либо убраны слова белорусский лидер, то есть заменены на какие-то другие формы. Чаще всего это именная форма, причем либо просто по фамилии Лукашенко, просто Лукашенко сказал, или тоже имя, фамилия, да, Александр Лукашенко сказал. И это, видите, 5 раз. Но вообще частотность упоминания президента уменьшена, видите, по сравнению с пресс-релизом, ну, где-то раза в 2. И добавлены другие персоны. Вот что обращать на себя внимание, как бы, опять же, сходу. Какие базовые понятия вводятся? Да, вот цифровая экономика и цифровая трансформация экономики. Так или иначе завязаны на цифровую реальность, которую нам уже нельзя изменить, по словам президента. Я замечаю это как вот альтернативу того, что изменяется риторика, потому что раньше вот была скорее IT-сфера, IT-страна. Здесь в этом пресс-релизе фактически вот эти понятия мало употребимы. В отличие вот от понятия цифровой уже вот этой самой экономики, цифровой реальности, которая используется чаще. И я уже в самом начале говорил, что возможно это связано с тем, что как бы вот пересмотрели, решили то ли более грамотно использовать понятие в расширительном смысле, то есть IT все-таки более узкая сфера, хотя в популярном представлении IT это все про компьютер, это IT. Не знаю, что там мыслят обыватели, но явно не интернет-технологии, а вообще там, наверное, интеллектуальные технологии, они там грезят в этом самом IT. Ну и, соответственно, как бы вот дискурс о IT-образовании правовых систем, он тоже входит в уровень содержания, но входит только через подачу Тутбая, отсутствуя вот в этом оригинальном пресс-сообщении. Ну и вводит, собственно, в разговор темы образования и права. Вот, помимо, собственно, сферы экономики и политики, которые здесь доминируют, прежде всего. Для меня интересно было еще посмотреть дискурс с точки зрения любимых нами маркеров «я», «мы», «вы», которые вот используются в речи президента неоднократно. Ну и не только в речи президента, но в его цитатах это наиболее очевидно.
Какая здесь конфигурация? То есть я, ну, понятно, правитель, глава государства, затем мы это как, чаще всего как общество и государство, и вы чаще всего как IT-бизнес. И вот по цитатам, да, где он использует дискурс «я». Ни в коем случае не намерен тормозить соответствующие процессы, никогда не было ретроградом, заявляет президент. То есть это установка на то, что глава государства скорее поддерживает любые реформы и начинания в этой сфере, любые инновации. И он представляется в данном случае как тот фактор, который может быть как фактором препятствия, так и фактором поддержки. Дальше. Не нужна мне такая гавань. Поэтому поймите меня правильно, я человек государственный. То есть здесь он себя позиционирует, опять же, как не просто правитель, а правитель, который отстаивает некий государственный интерес. И в этом смысле, когда он говорит, не нужна мне такая гавань, фактически это утверждение не нужна государству такая гавань. Ну, та самая пресловутая формула Людовика XIV «государство – это я», но с поправкой на белорусскую реальность завязано на то, что, в общем-то, для президента это еще и вопрос идеологии, да, это не просто как бы де-факто утверждение, что я имею всю власть в этом государстве, это еще и утверждение, что я еще и радею за это государство. У меня интерес поддержать это государство, и я его как бы оправдываю. И дальше еще один момент, где он обращается к дискурсу «я буду гарантировать вам стабильность». То есть это опять же личная ответственность президента. Он лично берет на себя гарантию, что именно это президентское слово, президентское обещание, что стабильность это президентская забота. И опять же, здесь он позиционирует себя скорее как, опять же, главу государства, то есть того, кто отвечает за некоторые ключевые процессы в этом государстве. Как позиционируемся мы? Да, там, мы должны развивать, или мы признаем свои там обязательства. То есть мы здесь немножко размытая, но в общем-то, как и говорилось, это страна и государство. Прежде всего и имеется в виду, то есть белорусы как страна, и белорусы как общество, которое должно признавать ключевые тенденции мировой экономики, должно в них включаться, должно в них интегрироваться. Вот опять же, это чуть позже словами «Беларусь должна». То есть это самая Беларусь, это то самое «мы», которое должны. То есть такая вот страновая привязка. Наша страна имеет все шансы. Опять же, мы здесь связаны с нашей страной. Мы готовы такой причал обеспечить, говорит президент, но здесь он уже говорит мы скорее в дискурсе власти. Да? Мы как власть, как правительство, которое представляет интересы страны и общества. То есть в данном случае четкий договор, опять же, та самая оферта. Вот есть мы, который распадается на «я» президента, и мы как государство и общество. При этом президент как бы дает свои личные гарантии, свои личные там высказывает обязательства, но при этом вещает в том числе от лица «мы». И мы здесь в данном случае прежде всего интересы государства, интересы страны, интересы общества. Как он задает «вы»? «Вы» — это опять же обращение чаще всего именно к бизнесу, к IT-бизнесу. Вы должны стать хорошими хозяевами этой гавани, говорит президент. То есть хорошими хозяевами это, опять же, отсылка к тому, что бизнес должен развиваться по определенным правилам и по определенным как бы, схемам своего развития. Вы живете в конкретном государстве, опять же. Ну, это элемент угрозы завуалированной, но и как бы напоминание социальной ответственности бизнеса. Да? Вы живете, вы бизнес, но вы живете в конкретном государстве. Меня вы не сможете никогда упрекнуть в том, что ваши деньги, опять же разговор с бизнесменом, да? Вот ваши деньги, вы знаете, куда вы их вкладываете. Вы вкладываете их в стабильность, порядок и
законодательную базу. Все разумные ваши инициативы, опять же, ваши со стороны бизнеса имеются в виду. Что бы вы мне ни предложили, мы посмотрим, среагируем, вот мы уже вам пошли на уступки, мы подписываем либерализацию правовой системы. Как бы, вот мы готовы реагировать, говорит президент. Если вы создадите здесь такую, ну здесь опять же элемент, такую гавань, где не исполняются наши правила игры, мы тогда не заинтересованы в этом, говорит президент. Опять же, имею в виду вы как бизнесмен, как вот представители IT-компаний. Ну и как бы не противоречит вашим замыслам, опять же, в вашем смысле бизнесменов. То есть вот четкое на уровне речи ну, противопоставление фактически. Вот страна, государство, вот бизнес. У нас с вами деловые отношения, и мы заключаем с вами вот это, собственно говоря, контракт. Контракт публичный, где есть ставки, вот вы озвучиваете свои условия, мы готовы на них идти, мы озвучиваем свои условия. Если не готовы их принимать, значит тогда заявляйте сразу. Или не говорите, что вас не предупреждали. То есть вот с одной стороны вроде бы как такая дежурная статья о дежурных процессах, с другой стороны вот разворачивание некого перформативного действия, разворачивание публичного контракта между белорусским IT-бизнесом и белорусским государством за право стать точкой роста белорусской экономики. Ну, на этом вышло наше время, и, в общем-то, вышли мои скромные ресурсы подготовки этого самого дискурс-анализа. Вопросы, замечания, комментарии. В целом, спасибо за внимание. Скажите, а какую роль вот во всем этом играет такой просматриваемый через вот все эти статьи, возможно, дискурс идеологический, связанный с либерализацией, с тем, что необходимы реформы, с тем, что кто-то говорит, что их необходимо принимать, кто-то говорит, что мы будем их принимать. То есть это является просто какой-то пустышкой на общем фоне, чтобы как-то заинтересовать публику? Или это действительно что-то существенное? Ну, тут вы уже мои оценки какой-то требуете. Я же в данном случае старался избегать каких-то оценок с точки зрения, там, насколько это действительно так или не так. Я просто говорю, что есть на уровне дискурса. Да? То есть, что на самом деле думает там, президент, когда он такое говорит, или что думает Прокопеня, когда говорит такой президент, я не знаю. Я в данном случае могу оценивать только то, что попадает в поле дискурса, то есть в поле публичного сообщения. И понятно, что все вот это вообще в русле, как вы правильно заметили, идеологического дискурса либерализации. То есть он у нас периодически возникает. Там, в 2010 году были свои ожидания, 9-10 год, помните, там чуть ли ожидали, что вот, и вот Беларусь войдет там в Совет Европы, и вот станет ближе к Евросоюзу, чем даже к России, и вот железом по стеклу потом это все перечеркнуло в какой-то момент. Но, в общем и целом, этот дискурс либерализации, он постоянная тема, референт белорусского политического ландшафта. Он рано или поздно постоянно возникает, что нам нужны реформы, что те же самые социологические службы, даже не до конца разогнанные, там, сообщают, что белорусы высокие реформистские ожидания в обществе, что там около 40, там, по-моему, Таня, не помните, сколько последние цифры за реформы в Беларуси готовы? Ну, кто там уже, не помню, проводил, то ли в Ардамаске, то ли в НИСЭПИ. Ну, в общем-то, там на 2016 год была достаточно такая большая цифра. Около 40 там, или сколько-то процентов белорусов готовы, как бы имеют информационные ожидания, и, в общем-то, поэтому они готовы к поддержке любых вот этих дискурсов, связанных с либерализацией, с изменением там, и экономической, правовой системы, и в том числе с изменением в плане даже политической
какого-то вот регулирования, то есть чуть менее жестко держать какие-то процессы и чуть больше попадая вот в такт этим каким-то общемировым тенденциям. Но, опять же, в свое время это как бы имело свои контексты, да, вот, контекстом 2010 года это была, с одной стороны, стратегия, которую некоторые смотрят как там, влияние Кремля, которое тоже в свою очередь там, резонировало в событиях на Болотной и так далее в России. Последний контекст во многом еще сформировался за счет украинских событий, потому что после Украины, после Майдана, постмайданная Украина и Крымская Украина, это был тоже такой достаточно мощный сигнал белорусской власти, который она не смогла однозначно расшифровать в предыдущей логике событий. То есть, как действовать в этой ситуации, опять же, было непонятно, и начался мягкий вектор ухода из всех жестких таких интервенционных схем с Россией. Где-то более заметны, где-то менее заметны, но однозначно. Поэтому, естественно, то, что вы сказали, это правильно. То есть дискурс, идеологический дискурс либерализации, он здесь присутствует. Другое дело, что он как бы таким общим фоном проходит и не декларируется так вот непосредственно. Вот сейчас, когда был этот съезд ученых, 2500 люди согнали, там президент еще более там, однозначно и жестко какие-то вещи декларировал, ну и как бы и про Беларусь интеллектуальную, про IT-страну то же самое у него там звучало. Ну и некоторые вещи в более таки политическом формате, там, и про белорусизацию он в частности высказался, что германизацию проводить, там, условно говоря, не критикует, а вообще это естественная жажда белорусского народа оказывается. То есть тенденции есть, конечно. Ну и, в общем-то, вам первый преподаватель, который начинал читать этот курс, говорил в самом начале, что вообще ожидается в конце некий от вас все-таки вариант отчета за проделанную работу, то есть что, я помню, что там то ли Пелевина какой-то текст собирались брать, то ли что-то еще. Да, ну то есть можешь посмотреть там первое видео, там это декларируется непосредственно, или спросить, да, либо уточнить у самого Александра Сарны, и, соответственно, ожидается, что вы вот по итогам этого курса вот что-то такое подготовите. Что-то, что там, вышлите и покажете как некий такой продуктный вариант того, что этот курс для вас все-таки оставил какой-то след, не прошло совсем зря. Ну, можете опять же уточнить у Александра, какой он дедлайн выставлял. Я просто не помню, выставлял ли он дедлайн или какой он выставит дедлайн. Вот уточните у него. Все контакты можно через, кто не знает, через Антошину Карину Вячеславовну получить. Поэтому спасибо всем сегодня за внимание. Спасибо.